Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Масштабный проект. С каждым днем объекты приобретают все более завершенный вид, а строители продолжают работы в интенсивном режиме, чтобы обеспечить выполнение намеченных сроков. В столице республики возводят целый квартал таунхаусов. Сдача объекта приурочена к 75-летию первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Пожаров стало меньше. Благодаря комплексной профилактике количество возгораний в регионе удалось снизить практически вдвое. Специалисты МЧС продолжают профилактические мероприятия по предотвращению возгораний. Новый формат активного туризма. Ради этого вида сюда и приезжают. С высоты птичьего полета Кизиной-Ам раскрывается совсем иначе. На курорте Кизиной-Ам набирают популярность полеты на параплане. Избирательная комиссия Чеченской Республики приняла документы на регистрацию списка кандидатов в депутаты парламента региона от партии ЛДПР. Либерал-демократы стали четвертым политическим объединением, выдвинувшим своих представителей на предстоящие парламентские выборы. Всего в список вошли 50 кандидатов от регионального отделения партии. Сотрудники избиркома уже приступили к проверке предоставленных документов на соответствие всем требованиям избирательного законодательства. Процесс подачи документов на выдвижение кандидатов прошел успешно. Это продукт кропотливой и активной, также прогрессивной для нас работы. Хотелось бы отметить результативную работу и в то же время помощь работников Центральной избирательной комиссии, а также местных ТИКов. Большую благодарность от всей нашей партии, лично от себя хотелось бы выразить главе Чеченской республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Для представителей региональных СМИ накануне выборов прошел обучающий мастер-класс. Главной темой встречи стало информационное обеспечение. Лекцию для сотрудников провел представитель избиркома. Журналистам напомнили об основных правилах закона, где проходит грань между информированием и агитацией, как правильно ссылаться на данные опросов и соблюдать нейтральность материала. Представители масс-медиа смогли задать спикеру волнующие вопросы и получить ответы. Новые жилые кварталы, современная инфраструктура и комфортные условия для будущих жителей. В столице республики возводят новый поселок таунхаусов, который станет одним из значимых проектов в сфере современного жилья. Работы на объекте одновременно ведутся сразу по нескольким направлениям. Подробнее о ходе реализации проекта в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день на объекте продолжаются основные монтажные работы. На одних участках специалисты заняты внутренней и наружной косметической отделкой, на других устанавливают кровлю и готовятся к следующим этапам строительства. В процессе задействованы специалисты различных профилей и вся необходимая техника. Работы организованы поэтапно, что позволяет параллельно возводить сразу несколько домов и поддерживать высокий темп строительства. Забор кертёяш, перил все, балкон, татол козырек, процентов 80 балл. Бин дойловой оружие на завершающей стадии до порог. Свой вклад в строительство вносят и женщины. Уже несколько месяцев на объекте трудится Малика Тахаева. В ее обязанности входит шпаклевание стен и устройство оконных откосов. Именно от качества этих работ во многом зависит итоговый вид внутренних помещений. Несмотря на высокие требования и большой объем работы, Малика уверенно справляется со своими задачами, внося свой вклад в возведение новых домов. Прорабана резю.
После завершения строительства новый поселок будет включать 75 таунхаусов. Проект реализуется в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и станет одним из значимых объектов жилищного строительства в столице республики. Строительство одновременно ведется сразу на нескольких участках будущего жилого комплекса. С каждым днем объекты приобретают все более завершенный вид, а строители продолжают работы в интенсивном режиме, чтобы обеспечить выполнение намеченных сроков. Дани Хамидов, Атлант Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров провел инспекцию объектов дорожного строительства на территории города. Одной из ключевых точек объезда стала улица Идрисова протяженностью 800 метров. В ходе реконструкции заменены подземные инженерные коммуникации и обустроена ливневая канализация. Сейчас ведется укладка асфальтобетонного покрытия. В 2026 году в рамках программы благоустройства в столице Чеченской Республики запланирован ремонт 12 километров дорог. На сегодняшний день уже завершено строительство более 5 километров. Работы на остальных участках продолжаются. Также ведется строительство других дорожных объектов, в том числе подземных транспортных переходов в районе имени Владимира Путина общей протяженностью 650 метров. По итогам инспекции Хасмагомед Кадыров положительно оценил ход работ и поручил ответственным сохранить высокие темпы строительства. Летний зной традиционно повышает риски ландшафтных возгораний, однако в этом году спасатели отчитались о рекордном снижении числа возгораний. Регулярные рейды, разъяснительные беседы и строгий мониторинг дали ощутимый эффект. О том, как организована работа в пожароопасный период, узнаем у Медины Мударовой. Летний зной традиционно повышает риски возникновения ландшафтных пожаров. Однако в этом году в Чеченской Республике статистика демонстрирует устойчивую положительную динамику. Благодаря комплексной профилактике количество возгораний в регионе удалось снизить практически вдвое. С начала текущего года на территории Чеченской Республики произошло 467 пожаров. Из них 119 – это загорание сухой растительности и бытового мусора. Эта статистика наглядно демонстрирует значительное снижение рисков по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период в регионе было зафиксировано 873 пожара, из которых 478 пришлись на пал сухостоя. Добиться таких показателей удалось благодаря масштабной профилактической работе с населением. Налагается запрет на разведение любых костров, сжигание мусора, сухой травы. Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой. В таких условиях любое использование открытого огня может привести к значительному распространению пожара и, соответственно, к материальному ущербу. Основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги сухой травы. В повышенную готовность приведены силы и средства подведомственных учреждений, осуществляющих тушение лесных пожаров. Сотрудники МЧС России по Чеченской Республике провели подворовые обходы и рассказали жителям о правилах безопасности в этот период, а также напомнили об административной ответственности за нарушение противопожарного режима. Устанавливаются следующие штрафы для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Чаще всего проблемы возникают в летний период, когда трава подсыхает и класс пожарной опасности повышается. Самая горячая пора – конец июля, август и сентябрь. В это время приходится ездить на выезды и мониторить ситуацию. Лесной фонд республики разбит на 75 маршрутов. На каждом находится штатный пожарный. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики играет важную роль в предотвращении и борьбе с пожарами. Ведется колоссальная работа. Во всех 15 лесничествах организована единая диспетчерская служба. Она в круглосуточном режиме у нас работает. Для того, чтобы не допустить перехода огня к лесному фонду, силами и подведомственных учреждений, в том числе госхозы, собственники земель, тоже ими проводятся минерализованные полосы, для того, чтобы не было перехода огня. Сейчас самый уже пик именно планирует, и сейчас наступает уже пик самого пожароопасного сезона, особенно равнины, где вот сейчас пойдет уборка сельхозкультур, и тут же сразу нам надо будет очень оперативно находиться в этом цель. Поэтому в связи с этим я тоже призываю и всех граждан республики, в том числе и города Грозного, которые выезжают непосредственно на отдыхи
на пикники, чтобы за собой обязательно, внимательно, чтобы убрали. Несмотря на значительное улучшение показателей, пожароопасный период продолжается. Спасатели и экологи напоминают жителям о строгом запрете на разведение костров в лесных массивах и сжигание мусора на приусадебных участках. Контроль будет вестись вплоть до конца лета. Медина Мударова, Алисхан Кацулов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В республике завершилась очередная смена военно-патриотического проекта, собравшая подростков не только из Чечни, но и из других регионов. 2 недели интенсивной подготовки, новые навыки и яркие эмоции. Чем запомнился этот сезон, расскажет Турпалит Айсомов. В филиале Центра военной спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Чеченской Республики подвели итоги второй смены участников проекта «Время юных героев». Мероприятие прошло на базе уже легендарного Российского университета спецназа. Участниками стали 250 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из разных районов, а также из других регионов страны. Всего за 2026 год через наш лагерь прошли 500 подростков, как из разных районов Чеченской Республики, так и из других регионов Российской Федерации, в том числе из Чукотского автономного округа, из Москвы, Московской области, из Ставропольского края. В течение 14 дней подростки проходили подготовку по различным направлениям, таким как огневая подготовка, тактическая медицина, тактическая подготовка, управление беспилотными летательными аппаратами, основы инженерной подготовки и другие наиболее значимые для военного дела, для начальной военной подготовки направления. Также с ребятами проводились различные мероприятия патриотической направленности, были просмотры кинофильмов, организованы различные конкурсы, викторины и так далее и тому подобное. В принципе, ребята очень довольны. Многие из них изъявили желание еще раз посетить наш центр. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал поддержку проекту. Для всех задействованных молодых ребят было организовано комфортное проживание в казармах. В течение 2 недель курсанты проходили подготовку под контролем лучших инструкторов по огневому, снайперскому, инженерному, тактическому делу, управлению БПЛА и физической подготовке. С большим интересом подростки участвовали во всех состязаниях. Судя по их отзывам, это было не только приятно, но и полезно. Мальчики и девочки получили всю гамму эмоций. Многие думают, что это игра, но это не игра, это способ обучения тактике. Когда я узнал, что есть шанс поехать сюда обратно, я не отказался и приехал. Здесь вкусно кормят и встретили нас здесь тепло. Своим друзьям рекомендую сюда приехать. У нас хорошие отзывчивые преподаватели, которые нам превозносят каждую тему. Сейчас у нас идет огневая подготовка, снайпинг, тактическая медицина, технические уроки обращения с оружием. Также, хочу заметить, тут хорошая столовая и медработники. Тут есть все условия для жизни. Такие яркие и престижные мероприятия помогают воспитывать достойное поколение патриотов великой страны. Всем участникам смены были выданы сертификаты о прохождении военно-патриотической программы. Турпалит Айсомов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Оторваться от земли и взглянуть на Кизиной Ам с высоты птичьего полета. Теперь полеты на параплане стали доступны практически каждому, причем даже тем, кто раньше не решался из-за стереотипов. В республике появилась новая точка притяжения для любителей активного отдыха. И с каждым днем желающих испытать себя становится все больше. Обо всем этом в нашем репортаже. Несколько шагов, и земля остается далеко внизу. Впереди горы, озеро и ощущение свободного парения. Такой вид активного отдыха теперь станет одним из самых ярких туристических локаций региона. Ради этого вида сюда и приезжают. С высоты птичьего полета Кизиной Ам раскрывается совсем иначе. Полет длится примерно 15 минут, но эмоции и впечатления от него останутся надолго. Примерно на какой мы высоте сейчас? Сейчас на 2400. Любители ярких впечатлений поднимаются в небо в тандеме с опытным пилотом, чтобы взглянуть на горное озеро и окружающие вершины с необычного ракурса. Поначалу в основном у нас были туристы приезжие, которых это все интересовало, которые там прыгали, нравилось. То есть для нашего местного как бы это было что-то новое, по крайней мере у нас в нашей республике. Но сейчас уже очень много появляется наших местных желающих. На этой территории у нас проходил Кубок России.
приехали организаторы с разных регионов, которые именно работают в данном направлении. Участников тоже было немало, даже приехали участники из СНГ. Для желающих оборудованы 3 стартовые площадки. Перед вылетом каждый проходит обязательный инструктаж и получает необходимую экипировку. Решение о старте принимает инструктор после оценки погодных условий. Оборудование у нас совершенно новое, все мы за этим следим. Поэтому, в принципе, предпосылок для опасения у нас, в общем-то, нету вообще. И понимание того, что происходит на местности, незнание аэрологии, метеорологии нам позволяет здесь осуществлять летную деятельность. Мы проводим здесь обучение. Обучение у нас проводится совершенно бесплатно. Маршрут и продолжительность зависят от выбранной точки. Главное условие для подъема в воздух – благоприятная погода. При сильном ветре, осадках, тумане или грозе вылеты переносятся. Ранее полеты были доступны только для мужчин. Теперь испытать себя могут и женщины. Эмоции просто непередаваемые, природа невероятная, все замечательно. Думала, будет страшно летать. Оказалось, не очень страшно. С 13 июля запустили тандем с женщиной-инструктором. Такое решение приняли после большого числа обращений. А благодаря этому экстремальный отдых стал доступнее для тех, кто предпочитает летать в сопровождении девушки. Стандартов как таковых нет, то есть могут летать абсолютно все. Главное, чтобы человек был подвижным, потому что нам надо в каких-то условиях разбегаться на старте и на приземлении тоже. Девчонок приходит много, и это радует. На самом деле разные эмоции. Кто-то кричит, кто-то, наоборот, наслаждается этой красотой. Поэтому полеты, в принципе, подойдут всем. За организацию полетов отвечают мастер спорта, чемпионка страны по этому виду, инструктор Татьяна Добрынина и руководитель Федерации спорта сверхлегкой авиации Чеченской Республики Алексей Рудаков. Интерес к такому виду отдыха продолжает расти, а Кизиной Ам становится одной из точек притяжения любителей активного туризма. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.